Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о столкновении двух грузовиков и автобуса в Альметьевском районе. Получается, на аварийках, а по-пацки газончик объезжал. Серьезно пострадали 3 человека, включая предполагаемого виновника аварии. Стал жертвой ревности. Будучи доставленным в больницу, мужчина, являющийся инвалидом первой группы, скончался. Слепого инвалида, приревновавшего женщину, насмерть забили сковородкой и табуреткой. А также дело о смертельном наезде на улице Гаврилова дошло до суда. Он шел на шаг вперед. Он всегда шел на шаг впереди меня. И смотрел на дорогу всегда обычно. Чего хотят родители погибшего молодого человека и на что готов пойти водитель иномарки? Это и не только прямо сейчас. 18-летний молодой человек, пассажир автобуса в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. Еще 2 мужчин, пассажир автобуса и водитель грузовика, выехавшего на встречную полосу в отделении нейрохирургии. Таковы последствия столкновения 2 грузовиков и автобуса на 3-м километре автодороги Альметьевск-Чупаево. Страшная авария произошла сегодня в 7 часов 50 минут. Все подробности и кадры с места происшествия в репортаже Айгуль Батрудиновой. Кадрами с места столкновения многотонников делятся очевидцы в социальных сетях. На них видно, как грузовик и 2 самосвала разбросало по проезжей части. Получается, на аварийках, а по-пацки газончик объезжал. В ГИБДД уточнили, что 28-летний водитель самосвала на высокой скорости выехал на встречную полосу, где протаранил автобус ГАЗ. Последний отбросил на припаркованный у обочины грузовик, а первый самосвал вылетел с дороги в кювет. В результате пострадал предполагаемый виновник аварии. У него гематомы, ссадины, перелом позвоночника и кровоизлияние в правом глазу. 44-летний пассажир автобуса госпитализирован с диагнозом перелом позвоночника и ребер, а также с ушибами головы и ссадинами. Но меньше всех повезло 18-летнему пассажиру ГАЗа. У него открытый черепно-мозговая травма, ушиб мозга тяжелой степени, проникающий перелом черепа. Это далеко не все полученные им травмы. В шоковом состоянии его доставили в реанимацию. За его жизнь сейчас борются врачи. Айгуль Батрудинова, Нафиса Минязова, «Вызов 112». Нива с водителем и пассажирами провалилась под лед в Мензелинском районе. Об этом в экстренные службы сообщили очевидцы. К моменту прибытия спасателей парень и 2 девушки смогли выбраться из воды самостоятельно, и их отвезли домой. Внедорожник же находился на глубине 1,5 метров и на расстоянии 300 метров от берега в реке Мензеля. Сейчас устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства произошедшего. Шкода Октавия и Дайхатсу Стория столкнулись в вечерний час пик на пересечении улиц Залесное и Горьковское шоссе. На причины произошедшего оба участника ДТП имели разные взгляды. Водитель японской иномарки считал, что завершал маневр на разрешающий сигнал светофора. О зеленом свете перед выездом на перекресток говорил и шофер чешского автомобиля. Пока автомобилисты оформляли аварию, в этом же месте произошло еще одно столкновение. Обо всем по порядку в материале Ленара Гинатуллина. Как ехали? Откуда? Я выезжал отсюда. Водитель «Шкоды» полностью уверен в своей правоте. Рассказал, что, дождавшись разрешающего сигнала светофора, выехал на перекресток с Горьковским шоссе со стороны улицы Оскарова. Уверен, что второй участник аварии, водитель «Дайхатсу», пренебрег правилам дорожного движения и выехал ему на перерез уже на красный сигнал светофора. Вину признал, что ли, или нет? Ну, пока не знаю, не признал. То есть пока свое говорит, да? А как объясняет? Ну, выезжал на завершающем, мне говорит. Как мне говорит. Очевидцы есть вообще, нет у вас? Или очевидцев нету. То есть очевидцы разъехались все. Обе иномарки получили сильные механические повреждения и не могли двигаться своим ходом. Пока водители ждали эвакуатора, рядом с их автомобилями произошло еще одно столкновение. Грузовик зацепил Нексию. В этом случае повреждения у обоих автомобилей были несущественными, но пока водители соблюдали все формальности перед тем, как убрать автомобили с перекрестка, на дороге образовался еще более серьезный затор. Ленар Гинатуллин, Айрат Назипов, Константин Бушуев, «Вызов 112». Ударил сковородкой и избил табуреткой до смерти. Слепого инвалида убили его гости в Набережных Челнах. По версии следствия, 42-летний подозреваемый со своей знакомой распивали спиртные напитки у незрячего соседа. В какой-то момент последний приревновал женщину к гостю. В ответ тот начал его избивать. Когда хозяин квартиры потерял сознание, гостю убежали, но женщина успела позвонить в полицию. Подозреваемого задержали.
Будучи доставленным в больницу, мужчина, являющийся инвалидом первой группы, скончался. В настоящее время обвиняемый признал вину частично. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такой приговор вынес Советский суд Казани 40-летнему мужчине, обвиняемому в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Следствие доказало, что в июне этого года он на пляже озера Комсомольское в Дербышках трогал за половые органы маленьких мальчиков. Дети рассказали все своим родителям, которые и написали заявление в полицию. Всего в деле 4 потерпевших. Мужчину задержали, вину свою он полностью признал. Закон за подобные деяния предусматривает до 20 лет лишения свободы. Суд решил, что 14 лет за решеткой и 1,5 года ограничения свободы ему должно хватить для искупления вины. Водитель БМВ, под колесами которого на улице Гаврилова погиб 26-летний молодой человек, сегодня предстал перед Новосавиновским судом Казани. Напомним, 22 августа иномарка на огромной скорости снесла 2 человек, парня и девушку, переходящих дорогу по пешеходному переходу. Была ночь, и светофор к тому моменту уже мигал только желтым светом. Тело пешехода от удара отбросило примерно на 50 метров от перехода. Столкновение было такой силы, что у иномарки повреждена практически вся левая часть, включая крышу. Шансов выжить у мужчины не было. Девушку госпитализировали, и сегодня она рассказала Нафисе Минязовой то, что видела той ночью. Он шел на шаг вперед. Он всегда шел на шаг впереди меня. И смотрел на дорогу всегда обычно. Светлана уверена, что жива осталась только благодаря ее молодому человеку. Он спас ее ценой своей жизни. Они переехали в Казань из Азнакаева. С Максимом планировали пожениться следующим летом. Строили планы, делали в квартире ремонт. В ночь с 22 на 23 августа как раз шли из магазина стройматериалов. Стали переходить дорогу, шли по переходу, светофор там есть, но в это время уже мигал только желтым светом. Через секунду жизнь 26-летнего молодого человека оборвала иномарка под управлением 32-летнего Азата Мухаммедгалеева. Светлана узнала об этом только в больнице, когда стала приходить в себя. Она вообще из ниоткуда вышла, честно. Абсолютно из ниоткуда. Нам одна машина уступила, а вторая... Ее бы никто не заметил, абсолютно, никто бы не увидел. Разбитая от удара об человека БМВ остановилась только через десятки метров от места наезда. Тело пешехода отбросило на 50 метров от перехода. Просто слышали звук, такой удар. Когда взглянули сюда, машина на большой скорости проехала, и за ней что-то летело. Сегодня в суд явился отец погибшего. Родители молодого человека признаны потерпевшими по этому делу. Женщина не приехала. Как рассказал ее муж, она не смогла бы смотреть в глаза тому, кто убил ее сына. Сторона защиты в начале процесса выступила с ходатайством о приобщении к делу документов о выплате морального вреда. В адрес потерпевшего было направлено добровольное возмещение вреда в размере 300 тысяч. Однако отец погибшего считает, что этого мало. Несмотря на то, что деньги сына не вернут, они подали в суд иск о возмещении вреда по 2 миллиона каждому пострадавшему, то есть ему и его супруге. Иск к делу приобщили, а вот сумму планируют еще обсудить. По словам адвоката подсудимого, денег у его подзащитного нет. БМВ он покупал в кредит за 1,5 миллиона, а работает электромонтажником. Также защитник просил провести процесс в особом порядке, но не узнав мнения второй потерпевшей, матери погибшего, принять такое решение суд не смог. Поэтому слушание перенесли на 25 декабря. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе, вдруг она его примет.